Только объединившись, мы сможем победить террор. В Ингушетии проходит акция по сбору крови для пострадавших от теракта в Волгограде. Настоящие профессионалы, ингушские врачи, спасли жизнь тяжелобольной пациентки. Кто-то встретил Новый год дома, а кто-то в гостях. 30 детей из малоимущих семей проведут каникулы в Нальчике. Здравствуйте, это информационный выпуск, в студии Бекхан Хашигульгов. Вместе мы преодолеем любую преграду. Молодежь Ингушетии приняла участие в акции по сбору крови для пострадавших при терактах в Волгограде. Напомню, первый из двух последних взрывов в этом городе прогремел утром 29 декабря на железнодорожном вокзале. В результате теракта погибли 18 человек. Взрыв в троллейбусе на следующий день унес жизни 16 человек. В общей сложности ранения получили 70 человек. Руководство Ингушетии со своей стороны предложило помощь пострадавшим. Фатима Кариева продолжит. Аслан Аздоев не первый раз принимает участие в акции по сдаче крови. В течение нескольких лет он добровольно становился донором. Вот и сегодня он решил поделиться своей кровью с пострадавшими во время теракта в Волгограде. Несмотря на то, что сегодня выходной день, желающих сдать кровь было много. Акция «Молодежь против террора» продлится до конца недели. Организаторы будут привлекать новые силы, потому что раньше, чем через 2 месяца повторно стать донором, не разрешается. За этот период организм должен восстановиться после кровопотери. Эта акция не разовая. Мы ее будем проводить в течение недели. Очень приятно, что очень много молодых людей, несмотря на то, что сегодня праздничные дни, поддержали нас, пришли сюда сдавать кровь. И даже отрадно то, что есть люди, кому еще нет 18 лет. Мы им объясняем, что они не могут сдать эту кровь. Среди доноров есть и те, кто сдает кровь в первый раз. Алисхан Цицкиев надеется, что его кровь спасет чью-то жизнь. Первый раз даю кровь сегодня. Помогу, чем смогу. Надеюсь, моя кровь поможет пострадавшим людям в городе Волгограде. Прежде чем дойти до операционной, где происходит процесс по забору крови, все участники должны пройти медицинское освидетельствование. Среди собравшихся есть и те, кому не разрешили стать донором. Ребята не достигли 18-летнего возраста. Главврач республиканской станции переливания крови говорит, что количество желающих сдать кровь пострадавшим от теракта в Волгограде с каждым днем становится все больше. Трагедия, она общая, это горе общее. И все регионы в этих случаях они объединяются и доказывают целостность нашей страны. Комитет молодежи активно сейчас, ребят, которых они привлекли, проходит регистрацию для того, чтобы стать донорами. Те, кто уже сдал кровь, чувствуют себя хорошо. Я только что сдал кровь, вышел, чувствую себя хорошо. В донорстве я принимаю участие не впервые. Надеюсь, что моя кровь поможет пострадавшим в теракте в Волгограде. Собранная кровь после проведения соответствующих процедур будет направлена жертвам теракта в Волгограде. Фатима Кариева, Сурху Кусиев, Новости 24. После сдачи крови молодежь отправилась на территорию мемориала памяти и славы, чтобы почтить память жертв теракта в Волгограде. Председатель комитета по делам молодежи Ахмед Яндиев, члены Ассоциации студентов молодежного правительства и молодежного парламента Ингушетии возложили цветы к вечному огню, выразили соболезнования семьям погибших и осудили действия бандитов, унесших десятки жизней мирных жителей. Сегодняшнее наше мероприятие говорит о том, что мы скорбим по тем погибшим людям и готовы оказать помощь пострадавшим в результате теракта в Волгограде. Первый день нового 2014 года Тейпов Аздой и Цурой стал знаменательным и радостным. 20-летней кровной вражде двух фамилий положен конец. Подробнее Руслан Албагачиев. Благодаря усилиям примирительной комиссии, созданной при главе Республики Ингушетия, кровной вражде, которая продолжалась более 20 лет, положен конец. Представители старейшин Тейпа Аздой простили Тейпу Цорой, тем самым положив конец многолетнему противостоянию двух родов. Ради Всевышнего сегодня семья Аздоевых простила кровную месть Тейпу Цорой. Что бы ни случилось раньше, именно сегодня должно было случиться прощение Тейпу. Когда к нам приходит беда, мы все объединяемся и становимся как родственники. Но такие трагедии, как эта, разделяют нас. Мы не должны допускать такое.
С самого утра во дворе центральной мечети собрались представители Оздоевых вместе с примирительной комиссией в ожидании поставить точку во вражде, длившейся долгие годы. Старейшины Тейпа Оздоевых простили кровную месть, а Цароева поблагодарили их за непростое решение. Те благие дела, которые мы совершаем ради Всевышнего, никогда не забудутся. Я благодарю всех, кто приложил усилия, чтобы этот день, когда простили кровную месть, состоялся. Комиссия при главе по урегулированию такого рода конфликтов в республике за последние годы примирила более 80 семей. Глава республики уделяет огромное внимание этой комиссии для консолидации общества. Руслан Албогачиев, Ильяс Дасхоев, Новости 24. Слажно, четко и красиво. По сводкам МВД России по Ингушетии, новогодняя ночь в республике прошла без происшествий. Всего в праздничную ночь для обеспечения охраны порядка было задействовано более 1000 сотрудников. Спокойно было и на дорогах республики. За минувшую ночь не было зафиксировано ни одного случая ДТП. Этот Новый год стал действительно чудесным праздником для многих жителей республики. Во всех городах и районах проходили мероприятия, на которые пришли и взрослые, и дети. Многие на личном автотранспорте добирались в места проведения праздничных мероприятий. Несмотря на то, что дороги были переполнены, пробок и ДТП удалось избежать. На вчерашнем мероприятии были задействованы около 160 сотрудников, только сотрудников госавтоинспекции. Грубых нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения не было. ДТП на территории республики не зарегистрировано. Было дорожно-транспортное происшествие, которым только автотранспортные средства получили механические повреждения, из-за этого никто не пострадал. Кроме сотрудников полиции, усиленно дежурство несли спасательные и пожарные службы. По их словам, никаких чрезвычайных происшествий за ночь не произошло. А врачи, привыкшие к тому, что в новогоднюю ночь поступает большое количество пострадавших с ожогами и отравлениями, в эту ночь они смогли спокойно провести дежурство. Их помощь понадобилась только двоим. С ДТП у нас нету. Также поступавших с ожогами у нас тоже не имеются. Есть только 2 случая отравления алкоголем. Это в Малгобекском районе и в Сунжском районе. Несмотря на позднее время, во всех городах по расписанию ходил и общественный транспорт с определенным интервалом движения. У нас транспорт работает в штатном режиме, полностью практически все маршруты у нас закрыты. Также мы, конечно, уделяем особое внимание тем местам, где у нас сегодня проходят праздничные мероприятия, в эти дни, в городе Магас, в городе Назрань, туда мы выделили дополнительный транспорт. Как и каждый год, жители республики вместе со всей страной проводили старый и встретили уже 2014 год. Ведь не зря говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. В Ингушетии его встретили хорошо. Индира Манкиева, Ильяс Курскиев, Ахмед Парчиев, Новости 24. Пока жители республики встречали Новый год, оперативный штаб, созданный при правительстве, круглосуточно принимал звонки от жителей. По распоряжению Юнусбека Евкурова, руководителя коммунальных служб Ингушэнерго, Ингушгаз и УЖКХ «Водоканал», необходимо было обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, воды и газа на время новогодних праздников. По словам представителя штаба, в новогоднюю ночь поступали звонки, в основном связанные со сбоями в работе коммунальных услуг. Благодаря слаженной работе и быстрому реагированию проблемы были устранены. Было замыкание линий электропередач по улице Народная. И в 20:08 подача электроэнергии возобновлена. За прошедшие сутки там серьезно особо аварий не было. И все ремонтные бригады своей работой справились удачно. Сегодня и все праздничные дни по всей республике приняты особые меры безопасности. По всему региону в усиленном режиме будут нести службу представители правоохранительных органов. В связи с происшествиями, терактами в Волгоградской области и празднованием Нового года Совет безопасности республики обращается к жителям и гостям Ингушетии соблюдать общественный порядок и проявлять бдительность. Находясь в местах массового скопления людей, просьба обращать внимание на лиц, автомобильный транспорт и отдельные предметы, которые вызывают подозрения. Если что-то привлекло ваше внимание, просим обратиться к любому сотруднику правоохранительных органов. Мы сможем гарантировать конфиденциальность данного обращения. Также хочу отдельно отметить, что в связи с грубыми нарушениями федерального и местного законодательства в области транспортных перевозок
Участившимися случаями возгорания автобусов в регионах Российской Федерации, повлекших за собой последствия в виде тяжкого вреда здоровью граждан, а также значительный имущественный ущерб, межсубъектовые транспортные перевозки пассажиров и грузов могут быть ограничены. Руководством Республики Ингушетия в целях обеспечения безопасности пассажиров и грузов, в первую очередь межсубъектового значения, принимаются действенные меры. Правоохранительными органами республики осуществляются рейдовые мероприятия, направленные на пресечение незаконных транспортных перевозок. Предупреждаем граждан республики о том, что в случае, если сотрудники проверяющих органов остановят автобус, в котором будут передвигаться люди и грузы, не оформленные надлежащим образом на автовокзале, пассажиры будут высаживаться в ближайшем населенном пункте, а автобус будет доставлен в ближайший отдел внутренних дел для проверки на причастность его владельцев к совершению преступления по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство». Отдельно хотим отметить, что владельцы квартир несут персональную ответственность за квартиросъемщиков. В связи с этим обращаемся с просьбой не сдавать в аренду квартиры, иное жилое или нежилое помещение незнакомым лицам без удостоверения личности этих лиц конкретного арендодатора. Необходимо получать ксерокопии документов, удостоверяющих личность арендующего помещения лица. Авария со смертельным исходом произошла вчера днем на трассе Назрань-Волгобек в районе Средних Очелуков. Там столкнулись две машины марки «Лада» ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099. В результате погибли двое пассажиров «девятки». Водителя второй машины госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. Известно, что погибшие являлись мужем и женой. Это семья Богатыревых. По предварительной версии, водитель одной из машин не справился с управлением из-за гололедицы. Дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что на дороге был гололед, где производится ремонт дороги. Автомобиль ВАЗ-21093 на скользкой дороге занесло, и данная машина столкнулась с автомобилем ВАЗ-21099. Пассажиры автомобиля ВАЗ-21093, муж с женой Богатыревы, погибли. А водитель ВАЗ-21099 был доставлен в реанимацию ИРКБ города Назрань. Есть такие люди, которые почти каждый день спасают жизнь. Для них это повседневная работа. Очередной раз свой профессионализм проявили ингушские врачи, спасая молодую маму от гибели. Их работу высоко оценили и специалисты столичных клиник. Мадина Албагачиева расскажет подробнее. Хадижат Хамхоева – жизнелюбивая, веселая и очень позитивная девушка. Год назад вышла замуж. Теперь у нее своя семья. Все было хорошо, в семье ждали пополнения. И вот однажды под утро будущая мама почувствовала резкую боль. Она попала в Молгобекскую районную больницу. Появившийся на свет ребенок прожил один день. Состояние Хадижат ухудшилось на второй день после потери. Потом ее перевели в республиканскую больницу. Неделю я была в реанимации, так как я была тяжелой. И после недели меня перевели в хирургическое отделение. Я там пробыла 5 дней. После этого я поехала в Москву, где московские врачи даже были удивлены, что так правильно, все грамотно сделали. И выражали свою благодарность нашим врачам назрановским. Хадижат мучила мигрень, высокая температура, которая спадала только когда делали укол. Как она оказалась в Назране, вообще не помнит. 2 часа на операционном столе, неделя в реанимации и 2 месяца в больнице. Врачи ей сказали, что обнаружили очаг заболевания, и теперь она пойдет на поправку. Самое страшное уже позади. При поступлении у нее был сепсис на фоне беременности и выкидыша. Пациентке была проведена лапароскопическая операция, диагностическая. На основании этого проведен МРТ, КТ исследования. Применялись новейшие антибиотики, новейшие методы обследования. Была диагностирована, была неоднократно консультирована с ведущими профессорами московских клиник. Все мы привыкли к тому, что люди в белых халатах оказываются в центре скандалов. И часто одна допущенная ошибка врачей сводит на нет тысячи спасенных жизней. В Ингушетии есть много талантливых врачей, которые ответственно относятся к своей работе. Их работу положительно оценивают специалисты ведущих клиник России.
При поступлении состояние пациентки было крайне тяжелое, и лишь те скоординированные, те квалифицированные действия медицинских работников, которые оказывали помощь как в плане диагностики, так и в плане лечения данной больной, привели вот к таким хорошим результатам. На сегодняшний день можно считать, что это победа, очередная победа наших докторов, которые доказывают свою квалифицированность и то, что они могут работать на очень высоком уровне. Врачи сделали все, чтобы Хадижат снова улыбалась. Сейчас она снова среди своей дружной семьи. Лейла Гайсанова, Магомед Урусханов. Новости 24. Кто-то встретил Новый год дома, а кто-то в гостях. 30 детей из малоимущих семей отправились в детский оздоровительный санаторий «Кавказ» Кабардино-Балкарии. Там они проведут свои зимние каникулы в кругу своих сверстников из других регионов страны. Как дети обустроились и как они встретили Новый год, расскажет Руслан Албагачиев. Апти родился и вырос в городе Малгобек. Там и учился с 1 класса. В школе-интернат. К учебе относился со всей серьезностью и получает только хорошие оценки. Помимо занятий в школе, он посещал школу танцев до 6 класса, пока в конце четверти не получил перелом ноги. В результате перенес сложную операцию. Но на сегодняшнем представлении он зажег всех зрителей своим танцем. Сегодня мы отпраздновали утренник Новый год. Были разные персонажи мультиков, Дед Мороз, Снегурочка. Всем очень понравилось. Мы с Ингушей показали разные свои танцы, пели песни, веселились. 30 учащихся школы-интернат со своими преподавателями и гости из Астрахани приехали на новогодние выходные в санаторий «Кавказ» Кабардино-Балкарии. Они пели и смеялись для всех отдыхающих в санатории. Мы приехали вчера вечером. Нас встретили очень хорошо, воспитатели, учителя. У нас был праздник. Там присутствовал кот в сапогах и лошадь. Они показывают цену, интересные детям. Здесь мне понравилось, дети общаются нормально. И между собой общий язык нашли, они нас учат своим контактам. И мы их стараемся тоже научить, чтобы вместе были дружнее и ссоры, конечно, не было. Для детей были показаны небольшие театральные постановки из детских сказок, а сами же организаторы выражали огромное восхищение и уже планируют во время летних каникул собрать всех этих детишек вновь. Мы приняли более 30 детишек из республики. Они приехали 30 числа, будут здесь по 3 января. За это время они проведут экскурсионные, познавательные мероприятия. 31 числа, вот сегодня, у них будет большой бал-маскарад. В этом году санаторий обратился с письмом на имя главы о том, что они хотят на безвозмездной основе за свой счет принять 32 ребенка, 3 воспитателя из Республики Ингушетия, желательно из какого-либо дома-интерната детского, который в республике есть, на новогодние праздники. А вечером пройдет новогодний бал-маскарад, и каждый ребенок, который отдыхает в санатории «Кавказ», получит подарок. Руслан Албагачиев, Ахмед Парчиев, Новости 24. Таковы были новости к этому часу. Оставайтесь с нами. До встречи.